So'zni Qirg'iz Respublikasi prezidentiga beraman. Marhamat, hurmatli Sodir Nurgajoyevich. Уважаемые главы государств и правительств, уважаемые главы и члены делегаций международных организаций, сердечно рад приветствовать участников 16-го саммита глав государств, членов Организации экономического сотрудничества. Выражаю искреннюю признательность президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу, за традиционное гостеприимство и создание прекрасных условий для сегодняшнего заседания. Наш саммит предоставляет прекрасную возможность подвести основные итоги нашего взаимодействия в рамках Организации экономического сотрудничества за прошедший период и обсудить перспективы взаимовыгодного регионального сотрудничества в данном направлении. Уважаемые коллеги, после нашей предыдущей встречи в данном формате в братском Туркменистане прошло без малого 2 года, и за этот период мы стали свидетелями значительных геополитических изменений, которые напрямую затрагивают пространство Организации экономического сотрудничества. С болью в сердце и глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса. Мы выступаем за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН на основе принципа «два государства». Для нас особую тревогу предоставляет также ситуация в Афганистане. Мы считаем, что международному сообществу нельзя оставлять в изоляции Афганистан и афганский народ. Необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. Важно также всемерно поддержать региональные интеграционные экономические и гуманитарные проекты, которые будут способствовать восстановлению афганской экономики. Уважаемые коллеги, региональная и межрегиональная интеграция на основе общности экономических интересов является ключевым элементом видения будущего. Наши страны объединяют общие исторические и культурные корни, уходящие вглубь веков на всем протяжении Великого Шелкового пути. Организация экономического сотрудничества обладает огромным потенциалом для того, чтобы действительно стать эффективным инструментом интеграции в современных условиях. В этой связи хотел бы выделить наше видение по основным направлениям развития сотрудничества в рамках данного формата. Первое – это торговая сфера. В последние годы наблюдается расширение торгово-экономических отношений и развитие инвестиционного взаимодействия между нашими странами. У показателей экспорта и импорта стран-членов Организации экономического сотрудничества как в рамках взаимной торговли, так и в сотрудничестве с третьими странами наблюдается положительная тенденция. При этом следует признать, что в настоящее время роль нашей организации в системе региональных экономических и хозяйственных связей пока не соответствует имеющемуся реальному потенциалу государств. К сожалению, мы сталкиваемся с такими проблемами, как высокие транспортные издержки, разница в подходах стран-членов по защите своих рынков и производителей, нестабильность мировых финансовых и энергетических рынков, а также с другими факторами, которые негативно влияют на экономическую и социальную стабильность наших стран. В этих условиях мы считаем, что организация может выйти на качественно новый уровень сотрудничества только путем поиска новых подходов в решении указанных задач.
Важно направить наши совместные усилия на выявление проблемных вопросов и выработке эффективных механизмов, способствующих решению этих проблем. Мы должны вместе способствовать большей диверсификации взаимных торговых потоков для формирования и продвижения общих экономических интересов. Это все, несомненно, будет содействовать успешному формированию единого геоэкономического пространства с проявлениями всех форм экономического сотрудничества и взаимодействия. Второе – это транспорт и логистика. Драйвером экономического роста является развитие регионального, транзитного, транспортного и логистического потенциала. Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между севером и югом, западом и востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона с тем, чтобы создать возможности для выхода к морским портам. Мы также придаем особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан, Узбекистан. Данный проект в значительной степени повысит торгово-экономические и транзитные возможности нашего региона, связав около 4 миллиардов человек и расширив географию грузоперевозок из Азии через Турцию в Европу, Ближний Восток, Иран, а также страны Персидского залива и Северной Африки. Третье – это обеспечение энергетической безопасности. Расширение географии энергопоставок может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашего региона. Правительством Кыргызстана ведется активная работа по развитию зеленой экономики. Создан фонд зеленой энергетики. В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является зеленой, поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы запустили реализацию проекта по строительству крупной гидроэлектростанции Камбарата-1, который внесет значительный вклад в укрепление водной и энергетической безопасности в Центральной Азии. Мы также считаем важным активизировать наше взаимодействие и направить общие усилия на скорейшую реализацию субрегионального энергетического проекта КАСА-1000, в том числе с участием Афганистана. Мы предлагаем активно использовать потенциал и возможности нашей организации по развитию возобновляемых источников энергии. В этой связи кыргызская сторона в настоящее время внимательно изучает уставные документы, создаваемых в городе Баку Центра чистой энергии и исследовательского центра Организации экономического сотрудничества. Выражаю надежду, что данные структуры будут работать эффективно и будут вносить ощутимый вклад в наше общее дело продвижения взаимовыгодного сотрудничества на нашем пространстве. И четвертое – это информационно-коммуникационные технологии. Эта сфера в эпоху цифровизации и бурного развития технологий выступает как полноценная экономическая отрасль. Мы уделяем приоритетное внимание на создание сбалансированных условий для развития цифровых технологий в нашей стране. Одним из значимых инициатив Кыргызстана также является создание парка высоких технологий Кыргызской Республики, который предоставляет собой инновационную зону с наиболее привлекательными преференциями в мире. Мы предлагаем объединить наши возможности и приглашаем IT-компании из стран-членов нашей организации к сотрудничеству и разработке совместных информационных продуктов в парке высоких технологий Кыргызской Республики для их дальнейшего продвижения на мировом рынке. Дорогие друзья, убежден, что итоги сегодняшнего заседания и достигнутые договоренности